чадом моим духовным, вам лично, ваше родное, золотое, торжествующее и ликующее, азбука жизни, дыхание сердца, закон, чтобы быть со Христом или в Ааде, и навеки вечные. Все же земное, временное, скоропроходящее, тленное, пустое и скучное, если это не любовь к Богу, не православное христианство, не закон Его. Убоимся не знать все это великое. Из духовного наследия старца иеросхимонаха Самсона. Святое старчество. Столпами веры, подвижниками благочестия называемых старцев, достигающих в своих духовных подвигах незримых высот. Это к ним, прозорливым исповедникам, едут люди со всех концов земли за помощью, наставлением, за покаянием. Это у святых их могил льются слезы очищения и благодарности. Это они привносят в наш мир мудрость, покой, святую правду. Проникая чистым взором в души людские, ведут они нас немощных ко Господу, к Его вечному Царству. Недалеко от Москвы, в местечке Малаховка, в тихом дачном поселке, несколько последних лет своей жизни провел старец, иеросхимонах Самсон, исповедник нового времени, один из ярчайших духовных светил второй половины XX века. Его расстреливали, сажали в тюрьмы и лагеря, пытали, а он великодушно, претерпев все трудности жизни, стяжал в своем сердце величайший дар благодати Божией, христианскую любовь к Богу и ближнему. Здесь, в этом саду, он гулял. Сюда бесконечной рекой стекались к нему люди, и здесь, всегда гонимый, впервые в жизни имел он неограниченную возможность общения со своими духовными чадами, а потому и был безмерно счастлив. И страдавшиеся и замученные житейскими бедами, исковерканные страстями приходили к старцу Самсону люди, очищенными, одухотворенными, полными надежд и желаний творить во имя Господа, выходили они от него после исповеди. Ясно и точно объяснил и преподал он, как в такое жестокое, безбожное время, в которое мы живем, стать истинным верующим и достичь святости. Июля 1898 года, в день преподобного Самсона Странноприимца, в Санкт-Петербурге в семье графа Сиверса, потомственного военного, родился мальчик Эдуард. С детства он имел выдающиеся способности к наукам, языкам, музыке. Родители гордились и радовались успехам сына и ждали, какой путь он изберет, втайне надеясь, что их сына ждет блистательная светская карьера. И не могли они знать, что Господь уготовил их сыну иной путь скорбных испытаний, монашества, духовное становление, и что станет он прозорливым старцем при жизни и по кончине своей, глубоко почитаемым русским народом. Отец, граф Эспер Александр Сиверс, был светским человеком, личным советником и другом императора Николая II. Но он был равнодушен к вопросам веры и в воспитание детей не вмешивался. Старец вспоминал, он никак не мог понять, а зачем это верить и как это верить. Мать, Анна Васильевна, англичанка, образованная и набожная женщина. Она имела обычай круглый год утром читать Евангелие и молитвы. И таким образом, вспоминает старец, она в меня уже с детства вселила потребность в молитве. В 19 лет
Граф Эдуард Сиверс принял крещение с именем Сергий. Выбор сделан. Началось становление в вере Христовой. «Отныне вы православны», — изрек священник, и причастил святых Христовых тайн. В молодом сердце графа Сиверса теплилась надежда побывать в монастыре, прикоснуться к Святому Духу обители, к ее истории. И Господь устроил так, что в 19 лет от роду будущий иеросхимонах и пастырь приехал в монастырь Саввы Крипецкого. Недалеко от города Пскова расположилась эта святая обитель, основанная в XV веке преподобным Саввой. Став послушником монастыря, Сиверс выполнял работу на скотном дворе, кухне, был он и кучером, и табунщиком. Отец Самсон вспоминал: о литургии служили 3 старичка, 2 пели, а 1 иеромонах служил. А какие синодики там! И все прочитывалось за каждой литургией, за благодетелей и строителей за сотни лет со времен Иоанна Грозного. Здесь, в обители святого Саввы, был он пострижен в рисофорные монахи с именем Александр в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шла гражданская война, лилась кровь русских людей. В 1919 году инока Александра арестовали, ошибочно думая, что он из царского рода. Станция Торошино. Сегодня скорая поезда проезжает ее без остановки, а тогда это был центр революционной деятельности. Здесь действовал Красный трибунал. Разбирательства были короткими, и тут же на станции за амбаром приговоры приводились в исполнение. Изнурительные ночные допросы и окончательный приговор. Уже будучи иеромонахом, батюшка вспоминал: «Мне совершенно не было страшно. Я был не один. Кто-то был со мной, какая-то сила, какой-то луч радости. Если меня поставили к стенке, значит так нужно, потому что Он смотрит на меня. Я никогда за всю жизнь даже тех, кто расстреливал, не осуждал. Стреляли из ружей в 10-15 шагах от меня, человек 6-7. Мне стало жарко, попали в руку. Это было под Покров». Монахи обители пришли взять тело собрата своего для захоронения по православному чину. Чудесным образом инок Александр оказался жив. Дальше было лечение в Петрограде и в передвижном военном госпитале, временно находившемся в Тихвинском монастыре. Там произошла знаменательная встреча с епископом Тихвинским, будущим святейшим патриархом Алексием Симанским. Александр становится и подьяконом владыки. В 1921 году Преосвященнейший Алексий направляет инока в Петроград, в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. В лавре батюшка исполнял много послушаний, среди которых особо почетное – келейника и иеросхимонаха Симеона, затворника, который был последним духовником лавры и молился о спасении страны российской в то страшное время. 25 марта 1922 года еподьякон Александр был пострижен в монашескую мантию с именем Симеон в честь святого праведного Симеона Богоприимца. Постриг совершил владыка Николай Ярушевич. В праздник Крещения Господня 19 января 1925 года он был рукоположен в иеромонахи. Время тяжелых испытаний выпало на долю Русской Православной Церкви. Несмотря на безбожную жизнь в стране и нестроение в церкви, стойкие ее сыны крепко держались веры Христовой. 1928 год. Год ареста в Александро-Невской лавре. Удивительно то, что за 3 часа до ареста явился батюшке во сне преподобный Серафим Саровский. «Помню, — вспоминает он, — вижу преподобного Серафима Саровского. Он входит ко мне в балахончике, нагибается надо мной, а я сижу или лежу, не помню, и читает мне медленно молитву, всемилостивую, и я ощущаю на лбу его слезы. Утром я вскочил и записал эту молитву. Всемилостивая владычица моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дева, Богородица Мария, Мати Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, заступись, попроси,
услыши. Вишь, госпоже, помози. Прости, прости, пречистая. Через 3 часа я был арестован. Это всемилостивая. Она меня оберегала 18 лет лагерей и всего прочего. Аресты, тюрьмы, лагеря на долгие 18 лет вошли в жизнь старца Самсона. Новая власть, уничтожая святыни и храмы Божии, пыталась убить душу русского народа, и надо было, несмотря ни на что, сохранить веру. А для этого надо было выстоять, обязательно выстоять. Видя бесчинство безбожников, старец верил: наступят времена созидания, наступит время возрождения православия, и, может быть, поэтому многих из своих духовных чад он благословлял на священство. Отец Валерий Ларичев, настоятель прихода во имя святых мучеников Флора и Лавра, возрождает сегодня храм. Первое впечатление очень сильное. Это впечатление на всю жизнь. Я думаю, что это каждый человек, который с ним встречался. Я думаю, что нет такого человека, который так бы не сказал. Что это настолько сильное впечатление. Вот всем его, все это высокого роста, огромные глаза, проникающие вглубь, ощущаешь, что все тебе знает. Сразу, что все знает и может ответить на любой вопрос. И это действительно так. Не было проблемы, не было вопроса, на который не получали бы, и все не получали бы ответ. Вот это так, вот настолько. И когда, конечно, потом узнали мы, все о нем постепенно узнавали, кто он, что он провел очень много лет в заключении, что он граф. Это, конечно, все, но представьте, в то время, особенно, когда это 78-й год был, для нас настолько необычно, неожиданно было встреча с таким человеком, вот что вот возникало только одно желание, чтобы вот это продолжалось как можно чаще, и можно было к нему приезжать, и с ним быть рядом, даже просто молчать. Мы, конечно, сразу почувствовали в нем человек, который может помочь, может ответить на любые вопросы, самые трудные вопросы жизненные. И то, что называется, прилепились к нему сразу. И вот за это время, довольно короткое, можно сказать, 1,5 года, но ощущение такое, что прошла целая жизнь с ним. Мы ездили к нему часто на квартиру, а потом даже удалось снять ему дачу там, в Малаховке, где мы жили, рядышком, и общение там